Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, спасибо предыдущим выступающим, особенно Аркадию Дубнову, что намного облегчил мою задачу. То же самое модератор, господин Мухаммад Салахиддин. И сейчас я не буду говорить о деталях. Я уверен, что здесь сидящие в основном знают, что происходило с нашей партией и как вообще мы к этому шли. Я, наверное, буду говорить немножко о другом. Раньше я думал очень много, и не только я, многие думали в исламском мире, кто вообще этим вопросом радикализации занимались. Почему молодые люди становятся радикалями? И тенденция очень такая резкая, особенно в последние годы. Теперь я ставлю вопрос себе немножко по-другому. Почему молодые люди все еще мало стали радикальными в Центральной Азии, в частности в Таджикистане? То есть по всем нормам логики и политических законов, мне кажется, что количество людей, которые должны были поехать на Ближний Восток или в Афганистан, и даже организовать какие-то радикальные вооруженные группы внутри самого региона, они должны были быть намного больше. Потому что есть все предпосылки для того, чтобы молодежь в этих странах, особенно в Таджикистане, она радикализовалась. И сейчас я думаю, почему все-таки, несмотря на все эти факторы, предпосылки, все-таки молодежь или общество, оно не так сильно радикализуется, как оно должно быть. Тут, на мой взгляд, несколько причин. Хотя многие не согласны со мной, многие считают, что именно в исламе надо искать причину радикализации, в источниках, в идеологической литературе, в деятельности различных миссионерских или просветительских организаций исламского характера. Я думаю, что здесь как раз роль этих факторов, которых я назвал, оно очень огромное для того, чтобы молодежь, несмотря на все предпосылки, все еще не радикализуется. Именно ислам, исламское учение, основные источники, литература, работа различных структур, политические партии, отдельные личности, они выполнили и сейчас выполняют огромную работу для того, чтобы сдержать молодежь от того, чтобы они не присоединились к радикальным группам. Но, тем не менее, процесс идет. Если до 2015 года, по данным МВД Республики Таджикистан, в составе различных вооруженных формирований за рубежом было всего 300 таджиков, включая Ближний Восток, Афганистан и так далее. Сейчас, опять же, по данным МВД, более 2000. То есть за 2 года количество выросло почти 8-9 раз. И еще до этих событий, до 2015 года, все эксперты в Таджикистане, не только я как депутат парламента или председатель исламской партии, многие другие эксперты предупреждали, говорили о том, что действие властей неизбежно приведет к тому, что радикализм будет расти, и оно во вред не только обществу в целом, но и самой власти. И все думали, все надеялись, что все-таки власть, несмотря на то, что сказал господин Дубнов, что
чувствуют, что нет адекватности, но тем не менее многие надеялись на то, что они, даже если не будут исходить из общественных интересов, хотя бы из собственных узких интересов, они будут прислушиваться к мнениям экспертного сообщества, к разуму, но, к сожалению, этого не случилось, и сегодня мы имеем то, что должны иметь. То есть несколько тысяч таджикских молодых ребят присоединились к различным вооруженным группировкам. Не только обычные ребята, но и туда поехал командир ОМОНа республики, полковник Абдухалим или Халимов, Гульмурод Халимов. Человек, на которого было возложено бороться с терроризмом, самая подготовленная специализированная структура в любом государстве, это силы особых назначений, или ОМОН, который борется с терроризмом. Глава этой структуры с несколькими другими офицерами поехал в Сирию и присоединился к ИГИЛ. Это о чем говорит? Это говорит о том, что не только радикализуется общество, или там ученики выходцы из медресе, или кто ходит в мечеть, радикализуется общество в целом, включая государственные структуры. Кстати, если анализировать состав этих вооруженных групп и людей, которые присоединились к ним, там мизерный процент, мизерное количество людей, которые имеют религиозное образование. Неважно, это официальное религиозное образование или неофициальное. У них нет никакого религиозного образования. Люди поехали туда, присоединились к этим группам, в основном из числа мигрантов, таджикских ребят, которые находились в России, в Казахстане. Да, среди них есть ребята, молодые люди, которые поехали непосредственно из Душанбе, из Таджикистана, или из Алматы, или из Бишкека. Но большинство это ребята, которые находились в миграции. Почему я начал с того, что вот я задаюсь иногда вопросом, почему так мало людей, к счастью, все еще не присоединяются к этим радикальным группировкам. Это опять заслуга многих людей. Я не верю, что это заслуга или это результат тех репрессивных мер, которые принимают власти. Тут огромное количество людей были задействованы, работали в этом направлении. И, конечно же, основная причина, на мой взгляд, то, что уже ИГИЛ и другие вооруженные группировки, они перестали быть модными, потому что они уже ликвидированы на Ближнем Востоке. Они не имеют тех возможностей, которые имели раньше. Но это не говорит о том, что сама тенденция в регионе, она пошла на упад. Нет, она начинает приобрести другой характер, другое качество. И представьте себе, что молодой человек, который не имеет возможности без коррупции, без, скажем, нормально, как оно должно быть, не имеет доступа к образованию, к работе, ограничивается в правах по всем направлениям, не имеет политических прав, экономических прав, не имеет самой основной работу, и его права ущемляются не только у себя на родине, но и там, где он работает. К сожалению, права наших молодых ребят и в России, и в других странах региона ущемляются. Наверное, этот вопрос или эту ситуацию лучше знают наши коллеги из России, в том числе адвокат Дагир Хасауов, который знает очень много людей и, наверное, знаком с этой ситуацией. И в результате молодой человек, который он лишен всего и будущего, самое главное, он лишен будущего, он попадает как раз на волне вот этих очень привлекательных призывов, альтернатива очень привлекательная, что он и так в этом мире все потерял.
может быть, он на том свете что-то приобретет взамен. Вот скажем, основная причина, почему они туда идут, потому что они в этом мире, на этом свете ничего не видят, все потеряно. Может, взамен, если он погибнет там, или взорвет себя, или повоюет пару лет, взамен ему что-то будет в будущее, которым обещают эти группировки. Я, когда еще был в Душанбе, мне на одном встрече с молодежью, которую я проводил каждый месяц, мне передали письмо молодого человека, который отправил из Москвы, студент, который учился на юриста в Москве. Он поехал в Сирию и написал своему отцу на таджикском. Я сейчас полный текст не помню, конечно, но смысл был таким, что извини, папа, что вот я принял решение поехать в Сирию. Я поступил в университет, спасибо, что вы помогли мне, но здесь у меня нет ничего, я уже не могу платить самостоятельно за учебу, за общежитие. Мне уже столько-то лет, я все-таки, меня унижают здесь, и милиция, и я решил все-таки поехать, принял решение поехать в Сирию. Может быть, на том свете мы встретимся, и я там буду другим. То есть молодой человек, который поехал в Москву на учебу, он не выходец из религиозной семьи, он не имеет религиозное образование. В конечном итоге он решил присоединиться к радикальным группам. Это один пример из, может быть, сотен, тысяч таких судеб. И теперь в чем наша задача? Вот я сейчас говорил не как лидер ПИФТ, партии Исламского Возрождения, который, как сказал господин Дубнов, стал жертвой этой ситуации. Я говорил, я анализировал, как я вижу эту проблему, но позвольте теперь я немножко говорить о том, как мы видим нашу задачу, нашу роль в будущем как партия, которая находится в различных списках. Для таджикских властей мы террористы, экстремисты. Сейчас некоторые структуры, региональные структуры, как антитеррористическая организация при Шанхайского сотрудничества тоже, оказывается, включил нас в списке в 2016 году. И другое подразделение ОДКБ тоже нас включил. Я до сих пор не понимаю, почему эти решения были приняты в 2016 году и только озвучены с задержкой на год. Кстати, оба решения они были приняты в 2016 году. Тем не менее, мы есть уже в этих списках, но это, конечно, не повод для разочарования, хотя это создает очень много проблем нашим бывшим членам партии в регионе. Мы в 2015 году, как только Верховный суд Таджикистана принял решение закрыть нашу партию, мы тоже в партии приняли решение приостановить нашу деятельность на территории Таджикистана и других государств региона, для того, чтобы обезопасить своих членов партии или своих сторонников. Но сейчас партия уже живет, работает, действует в других ситуациях. Мы открыли 5 региональных бюро, 3 в Европе, 2 в нашем государствах, близких к нам, к Таджикистану, и несколько департаментов, которые занимаются различными вопросами, в том числе у нас есть департамент по работе с иммигрантами, правовой департамент, международный департамент и так далее. В чем теперь наша задача? Уже мы не рассматриваем себя только в качестве политической партии, которая занимается оппозиционной деятельностью или чисто политикой. На нас уже, мы сами хотим того или нет, вынуждены заниматься другими вопросами, в том числе и вопросами дерадикализации молодежи, в частности мигрантов.
Попав в новую ситуацию, мы на себя ощущаем в Европе общую атмосферу отношений, которые есть по отношению к исламскому миру, к мусульманам, особенно к исламским организациям. И всегда, вот, когда я встречаюсь с экспертами, которые не знакомы с ситуацией в Центральной Азии, в Таджикистане, или не знают нашу партию, первый вопрос или первая реакция всегда так: а в чем ваше отличие чем вы отличаетесь от Талибан или Аль-Каиды или от других религиозных структур? Я прихожу к ним по вопросам правам человека, объяснить ситуацию, а 80% времени уходит только на то, чтобы я должен объяснить, кто мы такие и в чем наши отличия. То есть это общая атмосфера в Европе. И сейчас мы имеем около 5000 таджикских мигрантов в Европе. Я не скажу, что все они наши члены или наши сторонники, но основная масса это члены партии Исламского Возрождения, группа 24 или других оппозиционных партий, которые приехали сюда из-за политических проблем. К сожалению, последний теракт, минимум один из этих терактов, который был совершен в Европе, стокгольмский теракт, например, был совершен со стороны выходца из Центральной Азии. И это обязывает нас, не только как партию, но и многих других таджикских мигрантов в Европе, также наряду с оппозиционной или политической деятельностью заниматься вопросами дерадикализации, просвещением, потому что от этого зависит наша общая ситуация не только в Европе, но и в мире. Поэтому мы решили организовать или создать департамент работы с иммигрантами и департамент просвещения для того, чтобы содействовать тому, чтобы наши мигранты не попали под влияние различных радикальных групп в Европе. И, конечно, наши возможности ограничены, но тем не менее работа уже ведется. И совместить оппозиционную и политическую деятельность скажем, вопросами дерадикализации, оно, конечно, очень сложно, но хорошо, что появились несколько НПО или НГО, как здесь называют, которые специализируются именно на работу с мигрантами. Им, конечно, мы знаем, что им необходимо еще набраться опыта и возможности для того, чтобы расширить работу. Но эту работу надо вести. Она очень нужна, потому что количество мигрантов будет расти однозначно. И я думаю, что эти организации, эти структуры, в том числе и наша партия, мы не должны ограничиваться только Европой, поскольку основная масса потенциальных, скажем, в кавичках, радикалов, они находятся именно в России, на территории Турции и других государствах Центральной Азии. То есть мы должны расширить работу и перевести отдельный проект именно на территории, в том регионе, где ближе к нам. Но, тем не менее, я думаю, что основная наша работа будет именно оппозиционно-политическая, потому что по-другому не может быть. Власть ведет себя опять таким образом, что мы вынуждены больше времени уделять именно политической работе, а не просвещением, не вопросами мигрантами и так далее. Ежедневная информация, которую мы получаем изнутри, она говорит о том, что, к сожалению, опять те ошибки, которые были до сих пор, они повторяются. И у нас нет повода для оптимизма, что в скором времени ситуация в стране поменяется, и факторы, которые приводят к радикализации, они уменьшились. Наоборот, факторы растут, увеличиваются. Хотя бы, скажем, привести такой пример, сегодняшний пример.
Вчера мы говорили о том, что родителей, участников нынешнего мероприятия ОБСЕ арестуют, вызывают в полицию, спецслужбы и заставляют, чтобы их дети не участвовали на этом мероприятии. Мы думали, что этот, скажем, наш призыв или информация, оно, конечно, дойдет до властей, они будут более осторожными. А наоборот, оказывается, что они еще больше стали давить на родителей. И мне только что сказали, что вчера отца Исламеддина Саидова, нашего представителя в Польше, арестовали. Он 3 дня уже находится в отделении спецслужб. Сегодня забрали брата, по-моему. Это вдобавок к тому, что отец там находится. То есть единственный месседж для него, не только для Исламеддина, для всех других активистов, что вы будете активными там, ваши родители, ваши родственники будут находиться в опасности. То есть очень примитивный вроде бы, варварский метод, но оно действует. Действует в каких планах? Действует на умеренных активистов. Они перестанут работать или действовать, но это ни в коем случае не действует или не влияет на дерадикализацию. Наоборот, оно как раз влияет на радикализацию. То есть молодой человек, который приехал в ОБСЕ, в Варшаву для того, чтобы участвовать в мероприятии ОБСЕ, он приходит к такому выводу, что, наверное, было бы лучше поехать на Ближний Восток. Там какая разница, я буду здесь или там. В любом случае, мои родители будут в опасности. И очень много критики сейчас как раз. И раньше было критики в наш адрес, что мы слишком лояльны, слишком умеренны. И сейчас эта критика продолжается, что вот вы опять верите международным организациям, международному сообществу, а власти не только не обращают внимание, игнорируют призывы, дипломатические призывы международного сообщества, они еще имеют наглость ставить ультиматум ОБСЕ, чтобы таджикские активисты не участвовали на этом мероприятии. В целом, вот такая ситуация, на наш взгляд. Но все-таки надежда есть. Я думаю, что международное сообщество, оно должно выступить как единая команда, как единая позиция должна быть, что терпеть дальше вот это варварское отношение к инакомыслящим, это дальше уже некуда, уже арестуют, издеваются. А в каком виде оно должно прозвучать, это уже сами, мы надеемся, что сами государства, члены ОБСЕ и Европейский Союз, в частности Соединенные Штаты, они сами находят механизмы, через которых можно повлиять на ситуацию. И в конце хотел бы опять повторять то, что я сказал позавчера. Наверное, было бы очень своевременно сейчас выступить с 2 инициативами для того, чтобы послать сигнал, обнадеживающий таджикскому обществу, в частности тех людей, которые, рискуя жизнь и свободу, все-таки стараются что-то делать, адвокаты, журналисты, политзаключенные. Мы, гражданское общество Таджикистана, вышло с такой инициативой, чтобы номинировать адвоката Бузургмех Yorova, который осужден на 29 лет, на какую-то международную премию. Очень много гражданских активистов, юристов, правозащитников из других государств получили престижные международные премии, которые их ситуация, их дело было намного легче, чем Бузургмех Yorov. Из Белоруссии, из государств Северной Африки, Афганистана, России и так далее.
Но поскольку Таджикистан довольно далекая страна, маленькая, не попадает в фокус внимания основных международных игроков, никто на это не обращает внимания. Я думаю, что мы даже попросили бы международное сообщество, правозащитные организации поддержать эту инициативу. Это, на мой взгляд, будет огромная моральная поддержка юристам, правозащитникам, которые находятся сейчас в тюрьме. И второе, сейчас гражданское общество Таджикистана готовит свой, наш список, так называемый список Магнитского. Мы решили назвать этот список именем одного из политзаключенных, который первым был в этом списке, Зайд Саидов, поскольку он был бывший министр, учредитель новой центристской партии «Новый Таджикистан». Но человек оказался в тюрьме, тоже 29 лет. И несмотря на то, что и адвокаты, которые потом из-за него тоже пострадали, доказали невиновность этого человека, тем не менее и он, и адвокаты потом получили огромные сроки. И мы надеемся, что список людей, которые замешаны в нарушении, грубейших нарушениях прав человека в Таджикистане, из числа чиновников, политиков, оно будет серьезно принято на Западе, западными государствами. И это, на мой взгляд, будет эти две предложения, если они найдут поддержку мирового сообщества, это будет тот реальный механизм, который будет влиять на ситуацию в стране. Спасибо вам большое.